Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. Тикси. Новые горизонты. Предприниматели и жители Якутской Арктики прошли обучающие курсы от ведущих экспертов республики. В Булунском районе прошел форум предпринимателей. Забота о братьях наших меньших. Специалисты управления Россельхознадзора провели обязательный профилактический визит в зоопарк. Дань памяти. В Алекнинске прошел митинг, посвященный тем, кто в 1942 году в сложных условиях строил аэропорт. Дорожная техника выехала на пробивку автозимника МОМа в Якутии. Работникам предстоит обустроить автозимник протяженностью 145,24 километра. По данным предприятия «Дороги Арктики» задействованы 2 дорожно-строительные машины «Кировец», автомобиль сопровождения «Урал-Вахта», а также 2 дорожных рабочих. Также в Якутии открыли ледовую переправу по направлению Хону-Соболох. Разрешен проезд машин весом не более 3 тонн. Ранее в Момском районе открыли проезд через реку Индигирку по направлению Хону-Бор-Сысы для автомобилей весом до 3 тонн. Сейчас в Якутии работают 4 ледовые переправы. Еще 2 открыты в Амгинском и Жиганском районах через реку Амгу по направлению Амгаче-Кыр до 3 тонн и через реку Стрекаловку, Жиганский аэропорт до 5 тонн. В Якутии открыли движение по новому мосту через реку Чона-Лыр на дороге Анабар. На открытии глава региона Айсан Николаев отметил, что это важнейшая жизнеобеспечивающая дорожная артерия. На реконструкцию моста длиной в 1 километр, включая подходы, вложено более 476 миллионов рублей. Прежний мост был построен в 70-х годах прошлого века и находился в аварийном состоянии. Решение о его реконструкции принято руководством республики по просьбам жителей Мирнинского района. Общая протяженность мостового перехода вместе с подходами составила более 1 километра, из них мост 80 метров. Сегодня ровно месяц с того момента, как был дан старт строительству Ленского моста. Работы по возведению моста будут производиться одновременно с 2 берегов, а после прохождения ледохода строители приступят к водной части строительства. Для работ подготовлены производственные площадки, установлены 2 бетонных завода и цех по сбору арматурных конструкций для свай. На сегодняшний момент идут работы по забивке свай. Их количество достигло 17, а до конца года их должно быть 50. В Якутске, по сути, создается новая индустрия, потому что таких мостов никто в мире не строил, и сюда заводятся в том числе уникальные технологии. Используются специальные бетонные заводы в арктическом исполнении. Сейчас здесь собирается очень мощная производственная база, которая позволит реализовать это поистине уникальный проект. 2 завода были изготовлены на заводе в Златоусте по заказу, именно в специальном арктическом исполнении, который предусматривает утепленные конструкции, которые позволяют работать в зимний период и производить бетон. Предприниматели и жители Якутской Арктики прошли обучающие курсы от ведущих экспертов республики. В Булунском районе прошел форум предпринимателей «Тикси. Новые горизонты». В течение текущей недели предприниматели, самозанятые и те, кто планирует открыть свой бизнес, посетили мастер-классы, семинары и лекции по продвижению идей бизнеса и изучению основ предпринимательской деятельности. Участники изучили аспекты общения с аудиторией, включая невербальное общение, выбор стиля взаимодействия, подготовку публичных выступлений и способы выхода из сложных ситуаций. Также состоялась деловая программа – это панельная сессия, дискуссии и бизнес-игра. Специалисты управления Россельхознадзора провели обязательный профилактический визит в зоопарк, который находится по улице Федора Попова в Якутске. В нем проживает более 100 животных. Специалисты ведомства рассказали об обязательных требованиях к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Более подробно остановились на требованиях транспортировки животных за пределы зоопарков, а также нормативно-правовой документации при осуществлении деятельности. Россельхознадзором проводится процедура лицензирования. Там по требованиям, по содержанию мы смотрим, по зданию, помещению, территории. И обязательно у соискателя или лицензиата должен быть работник. Условия должны у каждого животного по вольеру размеры разные. Например, у уличных вольеров должен быть обязательно навес, защита от солнца. В каждом вольере должен быть укрытие, домик, где он может спрятаться и отдохнуть.
В Музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 85-летию выдающегося мелодиста Валерия Ноева. Выставка представляет собой уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством композитора, оставившего значительный след в истории музыкальной культуры. Посетители могут увидеть ценные экспонаты, раскрывающие различные грани жизни и деятельности Валерия Ноева. Среди них родословное древо семьи Ноевых, позволяющее проследить историю рода, а также личные вещи и документы мелодиста. Экспозиция Валерия Ноева будет работать до 10 декабря. Нам помогли Музей музыки и фольклора Республики Саха-Якутия, а также Краеведческий музей Мегана-Кангаласского улуса и села Батара-Сымах имени героя Федора Попова. Поэтому усилием всех вот этих наших музеев, Краеведческого музея имени Ярославского и всех музеев, и родни, детей, выставлена эта выставка. В Амге прошли общественные слушания о переименовании Амгинского районного музея истории и гражданской войны в Якутии на Краеведческий музей. История Амгинского музея начинается с 1940 года, когда в районе открылся зоологический музей. Осенью 1977 года музей был передан в распоряжение Краеведческого музея республики. Амгинский музей стал его филиалом и переименован в Музей истории гражданской войны в Якутии. На сегодняшний день Амгинский музей попадает под тип музеев на тематический, что охватывает только историю гражданской войны. В свою очередь, специалисты музея, изучив весь фонд и перспективу развития, хотят создать новую концепцию деятельности. В нашем музее есть материалы еще не только исторического плана, да, но есть просто материалы археологического, потом этнографические материалы есть. Поэтому мы хотим, чтобы наш музей был краеведческим музеем, чтобы охватывал больше всю историю нашего улуса и охватывал также разные вот эти вот периоды, которые очень широко известны по всей республике. Научная декада, посвященная 75-летию со дня основания Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, подходит к концу. На торжественное собрание в Якутске собрались ведущие научные деятели республики, а также представители научных отделений с Дальнего Востока. В настоящее время Якутский научный центр является крупнейшим на северо-востоке России комплексным научно-исследовательским учреждением. На его базе работает порядка 1000 докторов и кандидатов наук, а также научных сотрудников и аспирантов. Они организовывают и проводят фундаментальные научные исследования и прикладные работы, направленные на социально-экономическое развитие республики. Особенно сейчас направления, которые развиваются в Якутском научном центре, для всей нашей страны крайне важны. Это все, что связано с процессами при низких температурах, с освоением месторождений полезных ископаемых, с проблемами Арктики, с проблемами вечной мерзлоты, с флорой и фауной этого большого региона. И, конечно же, существенное направление – это этнокультурные задачи и населения Якутии. Служба фтизиатрии Хангаласского улуса отметила столетие с момента своего основания. В честь векового юбилея в селе Чапаево в здании Николаев-центра состоялось пленарное заседание на тему «Актуальные вопросы фтизиатрии в современных условиях», которое собрало представителей Минздрава республики, коллег из других учреждений противотуберкулезной службы, ветеранов отрасли. Если обратиться к истории, то в 1924 году в городе Покровске был открыт первый в Якутской ССР противотуберкулезный санаторий. В те времена болезнь палочки Коха представляла собой серьезную угрозу для местного населения. Сегодня ситуация значительно улучшилась и находится под контролем благодаря усилиям медицинских специалистов и внедрению современных методов диагностики и лечения. Заболеваемость туберкулезом в те годы была очень высокая. Выявлялось более 100 человек в год. Даже в 1999 году, когда я начала работать главным врачом тубдиспансера, выявлялось около 40 больных в год. Вот в последние годы мы выявляем от 3 до 6 больных в год. Вот эти цифры говорят за себя.
Сегодня в Алекминске на привокзальной площади аэропорта Алекминск прошел митинг, посвященный тем, кто в 1942 году в сложных условиях строил аэропорт. Благодаря финансовой поддержке компании «Нордголд» здесь разместили сквер памяти победителей. Здесь же установлена скульптура мальчика, чьим прототипом стал подросток, который помогал строить аэропорт наравне со взрослыми. Подробнее в следующем материале. 15 ноября 1942 года в Алекминске был открыт аэропорт. Это подтверждено документально. Неимоверно короткие сроки трасса была открыта. То есть в июле месяце 1942 года, собственно, изыскания начались, и уже к ноябрю месяце 1942 года самолеты начали по этой трассе доставляться. Спустя 82 года на привокзальной площади собрались алекминчане, чтобы почтить память своих дедов. Недаром сквер у здания аэровокзала носит название «Слава победителям». Компания «Нордголд» очень рада, что мы приняли участие в строительстве сквера памяти победителей, который у нас построен в аэропорту Алекминска, и памяти тех людей во время войны, которые здесь строили аэродром. Это история, которая всех затрагивает в нашей стране, и мы внесли свою лепту в строительство этого сквера. Здесь же установлена скульптура мальчика, ставшая символом исполнения мечты. Прототипом ее стал 14-летний подросток Вадим Голомарев. Прототипом является мой брат Голомарев Вадим Васильевич. С 14 лет, где-то в сентябре 1942 года в леспромхозе издали приказ о мобилизации. Тогда ему было 14 лет. И он работал кучером на строительстве аэродрома вместе с мамой. Минули десятки лет, сейчас в небо мощные крылья уносят современные самолеты. Конечно, в связи с летно-посадочной полосы объемы в разы выросли. Но даже не в этом дело, что они выросли. Дело в том, что и культура обслуживания. У нас же раньше дождь прошел, и все, и начинаются и проблемы с пассажирами, и с компаниями начинаются. Сейчас никаких проблем. Худенький мальчик доказал всему миру: мечты сбудутся. Какие бы трудные времена не были, всегда есть время для мечты. И благородное, чистое должно быть в серых буднях и в трудных временах. Всегда человек должен мечтать и стремиться к лучшему. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом все. Оставайтесь с нами.